Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Традиции, итоги и планы. АГТРК исполнилось 45 лет. Многолетний опыт, сжатые сроки. Тренинг для медиков организовали благотворительный фонд «Асаркял» и общественная организация помощи инвалидам «Айцхыраара». Кинжалы, абхазские ножи, доспехи. Вторая ежегодная выставка Союза оружейников Абхазии открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Начнем с энергетики. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что с 0 часов 5 ноября осуществляется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии. Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики. Однако в связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточным объемом притока воды возможно ограничение на подачу электроэнергии по всей территории Абхазии. АГТРК исполнилось 45 лет. Программа абхазского телевидения транслируется по всей республике уже почти полвека. Учреждение Абхазской государственной телерадиокомпании стало одним из важнейших этапов борьбы абхазского народа за свои права. В этот день мы с удовольствием поздравляем коллег с юбилеем – 45-летием абхазского телевидения. А наши корреспонденты уже по устоявшейся традиции идут к коллегам в гости, чтобы рассказать о том, как сегодня работает АГТРК. Слово Элеоноре Гилаян. В гости к коллегам мы приехали к полудню в разгар рабочего дня. В ньюзруме, том самом кабинете, где журналисты ежедневно монтируют свои новостные репортажи, почти никого. Оно и понятно. Корреспонденты работают на съемочных площадках, чтобы вечером рассказать всей стране главные новости. К ним здесь, как и в любой редакции, особое отношение. Например, главный режиссер АГТРК Давид Авицба, получив предложение занять эту должность, сказал, что начнет только с новостей. Я стал работать сначала с новостями, потому что были вещи, которые можно было улучшить сначала в новостях. И мы действительно работали с корреспондентами, с монтажерами, и какие-то базовые вещи по монтажу шлифовали, какие-то вещи получались хорошими, но пример тоже постепенно видоизменялся, и появлялись новые возможности. И мы старались все эти новые возможности использовать. Они действительно упрощают рутинность монтажа и позволяют быстрее, качественнее, более точно создавать свой материал и конечный продукт. И после того, уже как поработал с новостями, почти полгода я работал на новостях, уже стал главрежем всего телевидения. Ирина Агрба возглавила государственное телевидение 3 года назад. Юбилей, считает Ирина Шотовна, хороший повод задуматься о сделанном, актуальном и будущем. Говоря это, генеральный директор АГТРК имеет в виду весь 45-летний путь госкомпании. Приходят разные мысли. Возможно, что надо было и могли бы сделать гораздо больше, чем сделано. Но оценивать, честно говоря, не очень хочу, потому что каждый вносил и вносит свой вклад. Другое дело, что мы живем в такое время, когда действует закон ускорения истории, и надо делать все быстро. Не просто продвигаться, идти, а попробовать успеть то, что не успели за это время сделать. Это очень сложно. Не думайте, что я о каких-то достижениях наших за эти годы, я имею в виду за 3 года, чтобы... Нет, не об этом речь. Я попыталась изучить историю нашего телевидения. Есть научные работы, некоторые научные работы. Человек, который имеет отношение к науке, мне это было интересно. Есть общие труды, но у нас нет пока еще такого углубленного изучения нашей истории, чтобы экспертно люди разобрались объективно на каждом этапе
что было сделано, что нового, что основательно, что-то меняло, и какой период или какие передачи, какие жанры, они оказывали наибольшее воздействие на общество, не просто воздействовали, а меняли общество. Это очень важно, вот, чтобы они меняли общество, не манипулировали, а меняли общество. Менять мышление, развивать, прививать ценности – такие амбициозные задачи должны стоять перед коллективом государственного телевидения, считает Ирина Агрба. В работе важно не просто поднять проблему, но как минимум найти путь к ее решению, говорит гендиректор АГТРК. Для меня важно, чтобы это услышали те, которые должны услышать, в том числе и чиновники. Да, для меня это важно. Да, если не услышат, получается, что очень важные идеи, предложения, они просто вот проговорили, разошлись и до свидания. Я бы не хотела, чтобы так происходило. Проблему видишь, ты озвучиваешь, этого недостаточно, ты должен эту проблему продвигать, и через чиновничьи коридоры тоже идти, и вот реально реализовывать их в жизни. Это вот каких-то практического характера идей, предложений и так далее. А в целом, конечно, мы должны обслуживать общество, насколько возможно объективной информации, насколько возможно. Государственное телевидение нередко подвергается критике за цензуру. Ирина Агрба утверждает, важно не врать своему зрителю. И даже если не показываешь все, в том, что показываешь, быть исключительно честным. Да, вы можете сказать, что вы государственный канал, вы все равно ограничены. У нас есть определенная самоцензура, конечно. Но, понимаете, при том, что нам хочется очень расширить свою аудиторию, зрителей, всегда хочется иметь много-много просмотров и лайков на сайте, в Фейсбуке, в Ютубе и так далее, и так далее. Несмотря на это, все-таки я считаю, что я в этом плане несколько консервативный человек. Хочу, чтобы то, что мы говорим, это было достоверно, нам не сказали. Или мне не сказали: Ирина Шотовна, вы почему врете? Да? Скажем, я ушла отсюда, отработала свое и ушла. Чтобы мне было совестно смотреть людям в глаза. Ради количества просмотров и так далее мы не будем работать. Конечно, мы можем обойти какие-то проблемы. Мы можем. Государственный канал. Возможно, и обходим какие-то проблемы. Но это не значит, что мы врем. Мы не врем. Мы стараемся быть объективными. Коллектив АГТРК сегодня – это 160 человек, в том числе и технический персонал. В эфир выходит до 20 авторских программ. Элеонора Когония редактирует ряд тематических передач. Более 30 лет журналист так или иначе творчески связан с государственным телевидением и утверждает, что сегодня в штате есть талантливые люди нового поколения. Я же редактор. Я люблю всех своих авторов. Мне однажды должно было повезти. Так получилось, что вся эта команда, люди без комплексов, без каких-либо необоснованных претензий. То есть они... Я с ними считаюсь. У меня так не бывает. Вот я сказала, убираем. Нет, Тем не менее, у редактора есть определенные права. Мы советуемся. Конъюнктуру я не люблю. Этим мы не страдаем, тем более мы не делаем политические программы. Мне повезло и в этом тоже. Я учусь с моими молодыми авторами. Они очень хорошо чувствуют цвет видео, ритм и так далее. Я так не могла, как они, клянусь. Поэтому я встречаю юбилей ТВ как закадровый человек с большой гордостью. У нас, если была бы еще большая финансовая возможность, которая привлекала бы, или же помогала бы задерживаться здесь талантливых, то были бы еще покруче. Надо же всегда учитывать возможности. В материальном плане мы не можем конкурировать.
понимаете? Это прошло время, когда мы за булочку хлеба. Государственному телевидению может помочь в развитии серьезное финансирование и еще большая свобода, считает Элеонора Когония. Я думаю, нужна серьезная материальная поддержка. Ну и вот эти провода, которые соединяют государственный канал с властью, хорошо было бы их отрезать, но это нереально. Все-таки нереально. По-моему, я то же самое вам говорила 5 лет тому назад, даже будучи должностным лицом, директором студии. Вот эти бы провода, ну... А как это можно сделать, по-вашему, если это очень много было разговоров вокруг того, там то общественный совет пытались, то, я не знаю, общественный канал какой-то, но мне кажется, в принципе, один государственный канал, он может существовать. Если законы мы посмотрим, в принципе, все СМИ равны. Хочу, чтобы все, кто был причастен к развитию телевидения, были счастливы, а тех, кого с нами нет, царствие им небесного. Я их всегда с большой теплотой вспоминаю Рафетовича. Сложного, тяжелого, но профессионала. Он меня научил всему, а учителей забывать нельзя. За последние 3 года АГТРК значительно выросла в техническом плане. Только в 2023 году почти на 19 миллионов было приобретено новое оборудование, обновлены 2 студии, 3-я на стадии запуска. АГТРК стремится идти в ногу со временем, говорит главный режиссер Давид Авицба. Есть передачи, которым мы придаем форму. Есть передачи, у которых уже есть своя форма. Допустим, передачи Хамидан Гумба сильно не требуются в корректировке формы подачи материала. Есть люди креативные изначально, и вы сами прекрасно знаете, вы наши коллеги, и вы сами создаете телевизионный контент, и вы понимаете, что если вы умеете только снимать, или только монтировать, или только писать авторский текст, вы телевизионщик, но совсем чуть-чуть телевизионщик. Но когда вы овладеваете несколькими специальностями во всей линейке производства, тогда вы уже становитесь профи. И поэтому большинство людей, которые работают сейчас, они сами и снимают материалы, сами монтируют материалы, сами используют какие-то технические новшества, сами используют какие-то там фантастические футажи и заставки, перебивки. У нас есть девочка, которая снимает сама с коптера, например. То есть и сотрудники многофункциональны. И поэтому большинство передач уже со своей формой. И моя задача иногда что-то советовать, иногда не мешать, а иногда подбирать под определенные задачи определенную технику. И тогда качество продукта становится значительно выше. Для качественного продукта, помимо технических средств, мотивации и коллектива, нужны новые идеи, а еще достойные эксперты. Кризис жанров и специалистов – серьезная проблема сегодня, говорят на АГТРК. По-моему, все сложно, и самое сложное, наверное, то, что мне вечно не хватает идей. Мне нужны генераторы идей, предложений, чтобы были интересные авторские проекты. И я чувствую, что хотя мы тут такую серьезную техническую модернизацию произвели за это время, чувствую, что мне нужно очень серьезное обновление и журналистского корпуса, и вообще всех остальных работников тоже. Новая струя, если не придет, мы будем, конечно, гораздо лучше выглядеть, скажем, чем вчера, но не более того. Чтобы мы сделали рывок, чтобы по-настоящему мы были современным телевидением, нужны кадры. Сейчас новости выходят 4 раза в сутки на 2 языках. По субботам корреспонденты сами ведут программу «Сапшала», в которой рассказывают о событиях минувшей недели. В воскресенье выходит итоговая информационно-аналитическая программа «Амчипш». Нала Чкинджерия – журналист во 2-м поколении. По словам девушки, с профессией она определилась еще в школе, и папа никогда не отговаривал.
Он меня, конечно, поддержал, сказал: не беспокойся, буду помогать, если что-то не получится, я без проблем, я тут, я и рада. Первый мой сюжет именно в Дисней новостях, это был про первый снег, который выпал в Абхазии. Вот, насколько это все помешало улицам, дорогам, пробкам, электричеству и так далее. Вот. В тот же день я его успела сдать, как сейчас помню, даже сама смонтировала, так как я уже знала монтаж, как делать, и я успела. На 4 часа эфир я успела его сдать. Если я смогла своим сюжетом кому-то помочь, решить какую-то проблему, то это для меня просто, не знаю. А ГТРК планирует улучшаться технически, кадрово, усиливать аналитическую и дискуссионную составляющую телевидения. И наша телекомпания желает коллегам свершения всех намеченных задач и планов. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения, почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Указом президента Аслана Бжания присвоено сотрудникам Абхазской государственной телерадиокомпании Давиду Авицба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Галанзе, Элдару Даамирову, Фариде Джопо, Ади Квирая, Оксане Табагуа, Рустаму Харцизову. Указ подписан 3 ноября. Кроме того, за многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики. Указом президента почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» присвоено сотрудникам Абхазской государственной телерадиокомпании Ирине Аграба, Лане Апшилава, Симе Аргун, Зора Бигвава, Фатиме Герги, Асиде Гуне, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мугба, Аруни Чагава, Алхасу Чолоко. Указ подписан 3 ноября. На торжественном банкете, посвященном 45-летию АГТРК, побывали и наши корреспонденты. Марианна Котова с подробностями. Торжественный вечер начался с вручения наград и доклада генерального директора абхазского телевидения. Ирина Аграба рассказала о том, в каких условиях создавался национальный телевизионный канал. Это был не подарок республике. Абхазскому народу пришлось побороться за право вещания на родном языке. Проект был реализован вопреки всему. И вот это предопределяло работу телевидения, особенно вот в советский период. Попытка найти, суметь сочетать партийно-советскую систему и национально-освободительную борьбу. Это было очень сложно, но в мою бытность, когда я пришел на телевидение, это было в 90-м году, я очень благодарен председателю Абхазской телерадиокомпании вот того периода Шамиля Хусейновича Пиля, который вот в этой борьбе, в поиске идеальной пути, как этот принцип реализовать, он нам, журналистам, дал возможность работать свободно. И одновременно, скорее всего, мы уже потом в себе выработали нести ответственность за все то, что мы делали тогда, потом делали позже. Руслан Хашик начинал свой профессиональный путь на абхазском телевидении. В какой-то период возглавлял телерадиокомпанию. По его словам, абхазское телевидение стало продуктом национально-освободительного движения. Участвовало в информационной борьбе в годы войны. Сегодня же его задача помочь построить государство. И тут борьба журналистов за правду должна продолжаться, несмотря ни на что. Глобальные принципы, они всегда остаются. Время не раз доказывало, выше правды нет ничего и не может быть. Как бы ты ни ухищрялся, что бы ты ни придумывал, это все смешно по сравнению вот с тем, что уже человечество стократно пробовало обходить какие-то, находить какие-то маневры, называли это пиаром, еще как-то. Но правда остается правдой. И когда ты журналист, работаешь в кадре, и ты аргументируешь всю свою информацию, все свои мысли фактами, объективной реальностью, то ты вооружен действительно очень сильно, и за тобой правда, и ты всегда победишь. Сейчас могут тебя не понять, но со временем люди будут возвращаться к этому. Сегодня среди сотрудников абхазского телевидения есть те, кто работает на нем с самого первого дня. Но поколения сменяются, совершенствуются и технические средства передачи информации. Неизменно
неизменно одно – зависимость от эфира, которая цепляет с первого кадра. Те, кто хоть раз сделал репортаж на ТВ, остаются тут навсегда. На самом деле телевидение – это навсегда, потому что это говорит о практике. Вот люди, которые работают 45 лет, не покладая рук, со дня образования, люди же работают. Это говорит о том, что телевидение – это любовь. Среди корреспондентов абхазского телевидения много молодых людей. Как рассказывает Рада Чичава, история канала возлагает особую ответственность на работу, но при этом придает вес и слову самого журналиста, который вещает с экрана главного канала страны. Работать на телевидении, когда тебя может услышать каждый житель твоей страны и люди за пределами страны, особенно на абхазском телевидении, история которого просто поражает и иногда очень страшно. Иногда делаешь что-то и думаешь, боже. Но наоборот, наверное, в какой-то степени это вынуждает еще более ответственно относиться к своей работе, больше стараться и больше выкладываться, зная, какая действительно ответственность лежит на каждом работнике нашего телевидения. Поздравить главный канал республики пришли президент Аслан Бжани, министры и общественные деятели. Официальная часть продолжилась банкетом. Мариана Котова, Инала Гухава, Абазатова. Спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба поздравил руководство и коллектив абхазского телевидения с юбилеем АГТРК. В поздравительном адресе спикера, в частности, говорится: позывные абхазского государственного телевидения всегда объединяли граждан нашей республики. И сегодня АГТРК остается одним из главных источников информации о нашей стране. Вы используете в работе современные технические средства, укрепляете свой кадровый потенциал, развиваете международное сотрудничество, стремясь к удовлетворению потребностей государства и своей аудитории, заявляете о себе в новых медиаформатах. Уверен, что абхазская государственная телерадиокомпания будет и в дальнейшем развиваться с учетом современных информационных технологий. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив абхазской гостелерадиокомпании. В поздравлении премьера, в частности, отмечается: это без преувеличения судьбоносное событие стало возможным благодаря национально-освободительному движению. Во многом способствовала реализация основных его целей – сохранению абхазского этноса, защите коренных интересов народа и абхазской государственности. Вы и ваши коллеги одинаково героически сражались на информационном фронте и в боях. К глубокому сожалению, на войне, как на войне, всегда есть невосполнимые потери. Среди защитников Отечества, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, немало ваших коллег. С глубокой благодарностью всегда помним и будем поименно помнить каждого из них. Общественные и политические организации поздравили коллектив АГТРК с юбилеем. В поздравительном адресе республиканских общественных организаций АРОА, АНД, «Наша столица» и республиканских политических партий АПСНы и ФНЯ, в частности, говорится: необходимо в корне менять государственный подход к национальному телевидению. Оно должно в полной мере отражать интересы и чаяния народа Абхазии. Желаем нашему народному телевидению сохранения и приумножения былых традиций, творческих успехов и всегда быть на страже интересов государства и народа Абхазии. 6 ноября состоялось заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел под председательством министра иностранных дел Инала Арденба при участии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олега Бацыева. Повестка заседания включала 3 вопроса: итоги визита делегации правительства Республики Абхазия в Республику Беларусь в октябре, ситуация на Ближнем Востоке, абхазо-палестинский диалог и назначение нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али, взаимодействие Республики Абхазия с международными организациями и агентствами ООН. Указом президента Аслана Бжани за заслуги в научно-практической деятельности в области сельского хозяйства, долголетнюю плодотворную работу кандидату биологических наук, доценту кафедры агрономии Абхазского государственного университета, заведующей лабораторией Государственной инспекции по карантину растений Майе Шинкуба присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия». Указ подписан 2 ноября.
Указом президента за многолетнюю трудовую деятельность в области строительства Валерию Бжане присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия». Указ подписан 2 ноября. В Москве прошло открытие Союза творческой молодежи Абхазии. Объединение, которое существовало в 1980-х годах, возродилось в офисе Московской абхазской диаспоры. Инициативу нового поколения поддержали члены Старого Союза Надар Чанба, Гунда Сакани и Нукзар Логуа. Главная цель – объединить молодых людей с творческим потенциалом и твердым желанием его реализовать. На презентации собралось около 80 человек. Среди них студенты, участники объединений и другие гости. Открыл мероприятие один из инициаторов создания Союза Абзагут Свижба, который подчеркнул важность Апсора в консолидации молодежи. С речью в поддержку Союза выступил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия. На презентации были определены основные направления деятельности Союза: абхазский язык, национальные танцы, изобразительное искусство, медиа, дизайн, литература, театр, кино и музыка, а также дискуссионный клуб. Тренинг для медицинских работников организовали Гудаутский благотворительный фонд «Асаркял» и общественная организация помощи инвалидам Айцхыраара. Они пригласили из Тулы в Сухум специалистов по ранней диагностике заболеваний у детей. Организация данного мероприятия стала возможной благодаря программе развития ООН. Наши корреспонденты побывали на тренинге. Люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянной медицинской поддержке, включая физическую и психологическую реабилитацию. Ранняя диагностика заболеваний у детей является главным условием на пути к улучшению качества жизни и положительной динамики людей с особенностями в развитии. Однако на сегодняшний день в Абхазии отсутствует системный подход к данной проблеме. Чтобы показать местным врачам, как поступать в различных ситуациях, были приглашены российские специалисты. Раннее выявление тех или иных особенностей развития напрямую связано с успехом в дальнейшем. То есть есть пробелы у нас здесь. Ранняя диагностика детей, как правило, она здесь есть некоторые недочеты. Обрывками у детей есть там диагностика, здесь и тут. То есть нету комплексного подхода. Все врачи должны быть в тандеме. Медицинская помощь должна быть обязательно, но при этом не исключаем реабилитационные услуги, интеллектуальное развитие. То есть комплексный подход, и мы с надеждой на наших приглашенных спикеров, что они поделятся опытом, и мы сократим этот путь, чтобы мы знали точный план, маршрут и на перспективу вперед. Зачастую проблемы с развитием возникают у недоношенных детей. Как быть врачу, какие методы применять с первых дней рождения ребенка, как не допустить инвалидизации, рассказывали абхазским врачам и фельдшерам их коллеги из Тулы. Те маленькие наши хитрости, тонкости, что мы должны знать и чем мы можем помочь вот этому беззащитному малышу, который и так родился преждевременно. Соответственно, тут мы с нашими обследованиями, вмешательствами, чтобы мы могли, с одной стороны, минимизировать наше воздействие на ребенка, но с другой стороны, сделать все необходимое, чтобы не быть причиной вот этих осложнений, которые мы можем сделать. Для абхазских врачей тренинг оказался весьма информативным и полезным. В сжатые сроки они получили информацию и опыт, который их российские коллеги нарабатывали годами. Приехали люди, которые профессионально уже длительный период времени, несколько лет, занимаются проблемами реабилитации детей в психоневрологической больнице города Тулы. Непосредственно сами работают с этими детьми и уже отследили результаты своей работы. И, конечно, общение с такими специалистами для нас, у которых служба реабилитации еще только наладывается в стране, это очень большой опыт. И, конечно, такие встречи положительно, я надеюсь, будут положительно сказываться на нашей работе. Еще один немаловажный аспект – это привлечение внимания к людям с ограниченными возможностями, к необходимости организации регулярной, полноценной и качественной реабилитации в Абхазии силами местных специалистов. Мы хотим обратить внимание на детей с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы общество
поняла, что есть такие люди, что им нужно жить, что им нужна постоянная реабилитация. Чтобы им жить как обычным людям, им нужна, это необходима постоянная реабилитация. И многое, что мы не знаем, вот обучаемся, приезжают люди к нам, которые нам делятся с нами своим опытом. Мы что-то им рассказываем, они что-то нам рассказывают. В тренинге приняли участие медики со всей республики. В основном это были фельдшеры и акушеры из районных отделений больниц. То есть именно те, кто каждый день сталкивается с необходимостью оказывать помощь новорожденным. Пригласить российских медиков в Абхазию удалось при активной поддержке программы развития ООН. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Кинжалы, абхазские ножи, наконечники алабаща, реконструкцию апсилийских доспехов VI века можно увидеть в Центральном выставочном зале Сухума. Всего более 30 работ мастеров Союза художников-оружейников Абхазии представлены на второй отчетной выставке. Отдельная экспозиция посвящена апсилийским доспехам, созданным Баталом Джапоа на основе археологических находок в селе Цабал. Выставка доступна для посещения до 10 ноября. Тему продолжит Надежда Боровикова. Союз художников-оружейников Абхазии был создан 2 года назад и, согласно уставу, каждый год проводит отчетную выставку. Мастера представляют на суд специальной комиссии свои лучшие работы, 3 из которых отбирают для экспозиции. Петр Лысенко работает в кузне около 15 лет. На выставке представлены его абхазские ножи. На этом, например, рукоять из редкого дерева, по краям рог буйвола. Металл тоже необычный. Это булат, отлитый из местной руды. Дамасская сталь мы куем в основном на молоте, слои. С кузнечным способом сварка получается. А здесь плавится в специальном высокотемпературном тигле. Металл сам плавится. Просто определенная температура надо выдерживать много часов. Уходит около суток, чтобы расплавить и чтобы он остыл. Потом только уже с этого слитка можно отковывать клинок. Мне больше нравятся кинжалы, но я их не делаю, очень редко. В основном делаю абхазские ножи, потому что абхазцы любят абхазские ножи. Еще один представитель Союза оружейников Дмитрий Дзыба – мастер-универсал. В зависимости от настроения, с одинаковым удовольствием он делает и ножи, и люстры, и орудия труда. Здесь 4 предмета моих. Это вот цалда, наконечник от алабаща, полет фантазии, нож несуществующий, вот просто он придуманный, и традиционный абхазский нож. Вообще цалда – это один из разновидностей топора. То есть айгуш, да, простите, если неправильно выговорил. То есть он для борьбы с сорняком там, в хозяйстве. То есть им очень удобно бороться с зарослями. Сад почистить, огород. Достаточно длинный. Но есть еще мнение о том, что это один из прототипов оружия, гвизарма. Есть такое оружие пехотинца. Оно очень удобно против всадника, для борьбы со всадником. Большинство молодых абхазских кузнецов-оружейников учились профессии в кузне Тимура Дзидзария, председателя Союза художников-оружейников. В Союз, помимо мастеров, входят ученые-историки, археологи. Задача не просто делать национальные виды оружия, но и изучать древние технологии, создавать уникальные вещи, реконструкции. Как, например, доспехи абазского воина VI века, выполненные Баталом Джапоа на основе археологических находок Юрия Воронова в окрестностях Цабала. На прошлой выставке был вот тот апсильский воин, но он был частично, полностью не был сделан. На сегодняшней выставке он полностью укомплектован, 15 предметов, куда входят меч, щит, лук со стрелами, пояс, шлем. В процессе, когда он завершал это, он сделал и второго воина, тоже в ламеллярном доспехе, тоже в шлеме. Очень серьезная работа, историческая работа. В Абхазии никогда такой работы сделано не было. Ламеллярные, то есть сплетенные из пластин доспехи, состоят из 1367 элементов с крючкообразным загнутым верхом. Вес доспеха вместе со шлемом – 14,5 килограмм. Увидеть его вместе с вооружением воина, а также длинноклинковые, короткоклинковые, ударные, защитные виды оружия можно в Центральном выставочном зале. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.
Спорт. Сборная команда Абхазии по баскетболу стала серебряным призером краевых соревнований памяти Александра Полозюка, сообщает Госкомспорт. Соперником в финале стала команда «Венец Локомотив» из Гулькевича. Игра завершилась со счетом 57-68 в пользу команды «Венец Локомотив». Лучшим игроком абхазской команды был признан Сандро Харази. Турнир проходил в Славянске на Кубани со 2 по 5 ноября. По итогам третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» на счету у клуба «Апины» 2 победы и 2 поражения, сообщает Госкомспорт. Третий тур проходил со 2 по 5 ноября в городе Белореченске. Четвертый тур пройдет в Тюмени 18-19 ноября. Абхазским волейболистам предстоит встретиться с командой «Тюмень-Тюмгу». Спортсмены клуба «Чемпион» города Гагра заняли призовые места в открытом традиционном турнире по кикбоксингу «Кубок Дона». Первое место занял Кирилл Кожемякин. Он провел на турнире 4 боя и во всех единогласным решением судей досрочно держал победы. Вторые места заняли Валерия Дощан и Давид Барциц, отметил тренер спортсменов Нико Сааков. Турнир прошел со 2 по 5 в городе Ростове. Юные пловцы из Абхазии успешно выступили в турнире «Славянска на Кубани», приуроченного ко Дню народного единства. В турнире участвовали 184 спортсмена из Славянского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов и Республики Абхазия. По итогам турнира спортсмены из Абхазии завоевали 29 медалей различного достоинства. Отметим, что для них это первые выездные соревнования. По результатам 17-й военно-спортивной игры «Аяра» сборная команда города Сухум заняла первое место, сообщает Управление образования администрации города Сухум. Второе место у команды Гагарского района, третье у Гулрыбского района. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 7 ноября, в Абхазии переменная облачность из-за перепадов атмосферного давления, температуры воздуха, ночью, утром временами дождь, днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабый, умеренный. Температура воздуха ночью 9-14, днем 14-19. Температура морской воды 19 градусов. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.